Сегодня мы продолжаем читать народные казахские сказки. И вас сегодня познакомлю со сказкой «Как человек подружился с кошкой и собакой». В стародавние времена жили-были старик и старуха. Детей у них не было, старик пахал землю, сеял зерно, собирал урожай и хранил его в амбаре. Часть зерна он отвозил на базар, продавал и покупал чай, соль, сладости и другие необходимые продукты. Один раз в год старик собирался ехать на базар. Открыл амбар, смотрит, а там видимо-невидимо мышей. Все зерно в амбаре оказалось попорченным грызунами. Ненасытные твари съели столько, сколько смогли, а оставшееся зерно попортили, смешали с пометом. Старик и старуха пришли в отчаяние. «Как мы будем жить? Ведь мы только зерном и кормились», — расстроились они. В это время мимо пробегала кошка. Она услышала плач стариков и подошла к ним спросить: «О чем вы горюете?» «Как же нам не горевать?» — жалуется ей старик. «Коварные мыши попортили все зерно в амбаре. Найдется ли на белом свете хоть один, кто наказал бы наших обидчиков?» «Я накажу ваших обидчиков. Где эти воры и смутьяны?» Расхрабрилась кошка и забила хвостом. «Идем со мной», — позвал ее старик и открыл перед ней двери амбара. Кошка увидела полчища мышей. «Закрой за мной дверь и ступай», — сказала она старику. Много дней до этого кошка бродила от одного дома к другому, но нигде не нашла чем поживиться. Изголодалась так, что живот у нее прилип к спине, а потому она жадно набросилась на грызунов. В мгновение ока поймала 5-6 мышей и проглотила их. Осталась кошка жить в амбаре. Раньше в непогоду она скиталась без пристанища, а в амбаре всегда было тепло и сухо. Она честно исполняла свой долг, и через некоторое время мыши переявились во все округи. Кошка снова стала голодать и обратилась к старику и старухе: «Нет ли у вас какой-нибудь работы для меня?» Старуха в ответ ласково погладила кошку по блестящей шерстке, благодаря ее за избавление от мышей. «Проси у нас все, что хочешь», — сказала. «Мы исполним любое твое желание». Кошка говорит: «Я много просить не стану, у меня всего лишь одно желание. Отведите меня в вашем доме немного местечко в уголочке». Старик и старуха исполнили ее желание и пустили жить к себе. Кошке было позволено делать все, что захочется, и спать, где вздумается. И жили они втроем в мире и согласии. Старуха каждый день наливала кошке миску молока, та, наевшись досыта, целыми днями спала. Теперь ей не нужно было добывать себе пищу, пройдя по полям и по дорогам. Как-то ночью в загон к старику забрался волк. Он разорвал 2 овец, а остальных поранил. Увидели старики, что наделал хищник, и заплакали. «Мы только молоком и спасались. Как же нам теперь жить? Найдется ли хоть кто-нибудь, кто бы отомстил бы за нас, злодеев?» Подошла к нему кошка, подняла хвост трубой, ласково потерлась о его ноги и утешила: «Знаю я такого батыра. Я найду его и приведу к вам». Кошка побежала в безлюдную степь искать собаку. Долго она ходила по степи, пока не увидела, что та рыщет по кустам, ищет след. «Я пришла к тебе, помахивая хвостом, важно», — сказала кошка, «чтобы дать тебе один совет. Чем вынюхивать чьи-то следы, да рыться в чужих норах? Не лучше ли тебе стеречь двор у человека? Ты ведь будешь всегда сыта и жить в тепле». Собаке в последнее время не везло, и у нее так свело живот от голода, что она была согласна на все. «Веди меня к этому человеку», — заторопилась она. «Пошли», — сказала кошка и привела собаку в аул. Старуха накормила собаку, и та, наевшись, встала на страже. Всю ночь она не смыкала глаз. Когда забрежил рассвет, к овчарке подкрался волк. Но собака не дремала, выскочила навстречу и вцепилась ему в загривок. Волк еле-еле вырвался и унес ноги. Старик и старуха видели,
как собака расправилась с волком, и остались очень довольны. Так и стали старик и старуха, собака и кошка жить вчетвером. Бывает, что старики делятся последним куском с кошкой и собакой, зато не знают больше горя с мышами и волками. Так началась дружба человека с кошкой и собакой. И эта дружба продолжается до наших дней.